Всем привет, с вами ВЗО, меня зовут Ярослав. Ипотечное рабство. Звучит не очень, правда? Сегодня мы поговорим о том, как взять ипотеку и не потерять качество своей жизни. Первым делом определите свой бюджет и потолок, который вам доступен. Ваш ежемесячный платеж по ипотеке не должен превышать 30% вашего дохода. В жизни может случиться что угодно, и вы останетесь без денег. А рост доходов, на который многие так рассчитывают, может и вовсе не произойти. Поэтому гораздо рациональней брать ипотеку на более долгий срок. Следующее действие – это выбор квартиры. Отметим, что этот шаг ни в коем случае не должен быть импульсивным. Если вы решили взять ипотеку, что называется, на эмоциях, подождите хотя бы 3 месяца. И все это время откладывайте сумму в размере ежемесячного платежа. Если у вас получается и вы чувствуете себя комфортно – здорово. Если нет, то вам лучше подтянуть свою финансовую грамотность. А мы можем вам в этом помочь. Недавно мы разработали специальный курс финансовой грамотности, который просто создан для того, чтобы вы научились обращаться со своими финансами. Ссылка в описании. Недвижимость нельзя покупать спонтанно. Прежде чем оформлять ипотеку, изучите состояние рынка, почитайте форумы ипотечников. Если интересный вам проект находится на стадии котлована, имеет смысл съездить туда и лично во всем убедиться. Анализировать нужно не только рынок квартир, но и предложения банков. Рейтинг ипотечных кредитов есть на нашем сайте. Смотрите, тут все очень просто. Открываем сайт «Все займы онлайн», ищем раздел «Журнал» и выбираем графу «Рейтинги». Как видите, предложений у нас очень много, и вы наверняка найдете что-нибудь для себя. Так что смело выбирайте то, что вам понравится. Внезапный лайфхак. Отслеживайте акции и просите скидки. Приглянулась квартира на 13 этаже? Смело берите ее. Скорее всего, никто кроме вас ей не заинтересуется. Окно ведет во двор? Для кого-то плюс, для кого-то минус. Так или иначе, можно сэкономить. Также имейте в виду, что под конец сезона продажники готовы сделать практически любую скидку, так что не стесняйтесь и обращайте внимание на плохие маркетинговые кампании. Обязательно учитывайте, где находится ваше жилье и сколько денег вы будете тратить на транспорт. Если жилье только строится, учитывайте, где будете жить до въезда. Я бы, например, прямо тут и жил. Думали, это для видео антураж? Нет, просто мы уже начали создавать уют. Не спешите заключать договор. Менеджеры склонны манипулировать вами в целях получения выгоды. Классические поторапливания в духе «покупайте сегодня» или «завтра цена будет выше» лучше всего останавливать такими фразами. Спасибо, но сперва мне нужно ознакомиться со всеми условиями. Повысится? Ничего страшного, куплю в другом месте. Готово. Теперь вы король ситуации. Никогда не принимайте на веру слова менеджеров. Обязательно сравнивайте все предложения, подходите к делу с холодной головой и спустя некоторое время. Внимательно читайте все документы. Предварительный вариант договора обычно высылают на почту за неделю до заключения основного. Ознакомьтесь с ним, но и с финальной версией тоже сверьтесь. Лишите себя возможности согласиться с неприемлемыми для вас условиями. Итак, квартира уже ваша, как и долги. Теперь самое важное – это переплатить банку как можно меньше процентов и остаться в комфорте. А что для этого нужно? Правильно, досрочные платежи. Есть два основных варианта использования досрочных платежей. Первый уменьшает сумму ежемесячного платежа. Второй уменьшает срок самих платежей. В большинстве случаев гораздо выгоднее уменьшать именно срок платежей. Допустим, вы внесли дополнительные 1500 рублей. Эти деньги могут уменьшить ежемесячный платеж на несколько рублей, либо сократить срок ипотеки примерно на месяц. При внесении достаточно больших сумм, например, от 100 тысяч рублей, лучше все-таки посоветоваться с сотрудником банка, потому что иногда уменьшить именно ежемесячный платеж может оказаться лучшим решением. Вы не ждали, а мы сделали. Бонусная информация для тех, кто досмотрел ролик почти до конца. При оформлении ипотеки вы можете получить налоговый вычет. Его сумма может доходить до 650 тысяч рублей, из которых 260 тысяч – это вычет за саму квартиру, 390 – за проценты. Оба вычета вы можете получить в следующем году за тем, в котором оформили право собственности. Допустим, вы купили квартиру за 2 миллиона рублей. По закону вы можете вернуть от этой суммы 13% налогового вычета, то есть 260 тысяч рублей. Но за 1 год вы не сможете получить налогового вычета больше, чем заплатили налога НДФЛ. Например, ваша зарплата за месяц составляет 30 тысяч рублей. Это 360 тысяч рублей в год, из которых 46 800 рублей уйдут на оплату налогов.
Таким образом, в год вы сможете получить максимум 46 800 рублей. Остальную сумму вы получите уже в следующие года. Не платите ничего сверху. В кредитах всегда есть большой шанс забыть о платеже. Так что вот наш совет. Не надо. Будьте благоразумны и всегда делайте платежи вовремя. А в случае любых финансовых проблем сразу связывайтесь с банком. Любите жизнь, дружите со своими финансами и смотрите ВЗО. Всем пока!